Чувашии расширится перечень категорий граждан, которым предоставляется социальная выплата на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Об этом говорили сегодня на заседании Кабинета министров Чувашской республики. Помимо граждан, работающих в агропромышленном комплексе, социальные выплаты теперь могут получить и те, кто работает в органах госвласти, занимается охраной, защитой и воспроизводством лесов. О том, какие еще изменения, обсудили на заседании, далее. Вынужденным переселенцам Донбасса будет бесплатно оказываться первичная медико-санитарная помощь, включая обеспечение лекарственными препаратами. Сегодня на заседании Кабинета министров внесли изменения в правила предоставления средств из бюджета медорганизациям на компенсацию расходов. Проводятся профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Также указанным лицам бесплатно оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в неотложной форме. Также на заседании обсудили вопросы перевозок. Теперь, если перевозчик вносит изменения в межмуниципальные регулярные перевозки, будь то отмена рейса или уменьшение количества транспортных средств, то срок для принятия решения должен составить не менее 180 дней до окончания свидетельства об осуществлении перевозок. Увеличилась сумма средств, которые направят на ремонт дорог. Так, 64 миллиона рублей будут перераспределены на новые объекты. В 2022 году по городу Чебоксар добавлено 3 объекта на сумму экономия 64 миллиона 600 тысяч рублей. Это ремонт покрытия проезжей части по улице 500 лет Чебоксар, протяженностью 573 метра. Ремонт покрытия проезжей части по улице Коммунальная Слобода, протяженностью 783 метра. Ремонт покрытия проезжей части по улице Проживальская, протяженностью 346 метров. Перераспределение средств прошло по городу Новочебоксарск. Сумма экономии с ремонта покрытия проезжей части по улице Силикатная перейдет на ремонт дороги по улице Промышленная. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Республика.